Отсутствие отопления, электричества и разрушающийся от скопления грунтовых вод дом – с такими проблемами сталкивается жительница города Камрат Ефросинья Стойкова. Она уже несколько лет обращается во все инстанции, чтобы ей помогли спасти собственное жилье. Но пока помочь ей никто не может. Бедственное положение женщины затрудняет и то, что под ее присмотром находится дочь, имеющая группу по инвалидности. В этих условиях семья пытается выжить на сумму в 1000 леев. Подробнее в нашем сюжете. Ефросинья Стойкова живет в Гагаузии с 1964 года. Ее семья всегда старалась обеспечить себе достойный уровень жизни. Муж работал на стройке, дочь помогала родителям, уехав на заработки в Италию. Но все изменилось, когда Ефросинья Никифоровна и ее младшая дочь остались наедине со своими проблемами. Это компенсации сейчас дали, что это временно дает компенсации, зимние компенсации, да. А дочка, вторая группа, инвалид из детства, она получает 500 рублей. Младшая дочь Ефросиньи Стойковой имеет группу по инвалидности. Живут женщины на одну пенсию в размере 1000 лей. Хозяйка дома отметила, что этих денег ни на что не хватает. В первую очередь оплачивают услуги, чтобы в зимнее время не остаться без тепла. Эти деньги не хватает, чтобы кушать, покупать лекарства и платить услуги. Мы живем очень плохо. У нас на питание не хватает, а не то, чтобы что-то еще дальше. И голодуем, потому что услуги надо платить. Если не будешь платить, они придут, закроют, и будешь сидеть без газа, без света, без воды. И вот стараемся, что получать, как получаю, сразу иду, плачу услуги, чтобы я знала, что я остался без денег, но зато не придут, чтобы меня резать. Вот. Конечно, что это 1000 лей. Не так давно в доме Стойковых был сделан капитальный ремонт. Но в результате грунтовых вод, которые собираются во дворе и в подвале дома, строение разрушается. Ефросинья Никифоровна обращалась во все возможные инстанции, чтобы дом признали аварийным и выплатили ей ущерб. Начиная с 2010 года и по сей день проблема решается. И этот домик уже затопили. И нам уже негде жить, и вот где я не ходила, в суд подали, этот суд не выходит, и никто нам не помогает, вот. Отношение к людям в преклонном возрасте и людям с ограниченными возможностями – одно из лучших определителей здоровья общества. Исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения, показали, что в мире есть более 1 миллиарда людей с ограниченными возможностями, что составляет около 15% от общей численности населения мира. Почти 200 миллионов из этих людей испытывают трудности в различных аспектах их жизни.